Я Горшня Григорий, ученик 8 класса школы-гимназии номер 1. Сегодня я бы хотел рассказать вам о фронтовых хрониках моего двоюродного прадеда Рокина Михаила Ефимовича. Мой прадедушка родился 21 января 1921 года в семье оленеводов Рокина Ефима Яковлевича и Дарьи Ефимовны Рокиных. Учился мой прадедушка хорошо, и после окончания 7-летней школы в поселке Хасида-Харт поступил в Ленинградский педагогический техникум, а в 1940 году был признан в ряды рабоче-крестьянского Красного флота. Грянула война. В конце 1941 года мой прадедушка получает легкое ранение на Орanienbaumском плацдарме, но после лечения в госпитале отправляется на экспресс-курсы подготовки офицеров. В 1942 году он получает должность помощника на бронированном морском охотнике БМО-505. БМО-505 14 февраля 1944 года в составе эскадры из охотников и тральщиков высадил в районе эстонского поселка Мерикюля 571-й отдельный батальон в условиях семибального шторма. При отходе в борт судна угодил снаряд, и возникла угроза взрыва глубинных бомб, которые находились на борту. Из наградного листа. Товарищ Рокин лично руководил тушением пожара, умело расставил людей и, будучи самым обожженным, прорвался через огонь и вынес военно-морской флаг, который уже загорелся. Благодаря мужеству и храбрости товарища Рокина, несмотря на повреждение рулевого механизма и неисправность радара, он смог вывести судно из зоны обстрела и доставить его на базу. За эту операцию молодого офицера наградили орденом Красной Звезды. После лечения в госпитале мой прадедушка взял БМО-505 под командование. Под его командованием судно участвовало в обеспечении морского тролления, высадке морского десанта и сопровождении караванов. На заключительном этапе войны мой прадедушка взял под командование новенький бронекатер БК-200, который в апреле-мае 1945 года вместе с другими судами участвовал в штурме города Пилау, сейчас это город Балтийск Калининградской области. На заключительном этапе войны мой прадедушка имел 25 выходов на обеспечение морского тролления, 10 выходов на сопровождение караванов, 5 выходов на высадку морского десанта. В морских дозорах им проведено более 250 дней. За эти и другие подвиги моего прадедушку наградили вторым орденом Отечественной войны первой степени. После демобилизации в течение нескольких лет мой прадедушка трудился на партийно-хозяйственной работе в колхозе «Путь Ильича», который возглавил в 1955 году. При нем были воздвигнуты школа, детский сад и амбулатория. Умер мой прадедушка в июле 1990 года. В честь него названа улица в поселке Харей-Вер. В годы войны воевали еще два моих родных прадеда. Куркин Леонид Максимович, который попал в без вести в боях от Пулково, и Попов Василий Васильевич, который получил тяжелое ранение и вернулся с фронта. Я рад, что два моих родных прадеда и один двоюродный не остались забытыми. Они хранятся в нашей памяти и в нашей семье. Наша семья бережно хранит информацию о тех годах войны.